Зачем нужно ходить в храм? Что делать в мясопустную неделю и где поиграть в русские забавы? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». В наше время православная вера возрождается. Повсюду строятся и восстанавливаются церкви. В храмах появляется молодежь. Многие из них ходят, чтобы поставить свечки, покрестить своих детишек, заказать молебен за здравие или панихиду за упокой. Каждый из них называет себя верующим. Но далеко не каждый понимает, зачем нужно ходить в церковь на службы. Многие считают, что если Бог у тебя в душе, то и ходить в храм на службу не обязательно. Можно и дома помолиться. Дома можно действительно и помолиться, и крестное знамя наложить, и посты соблюдать. В этом есть своя необходимость обязательно, потому что апостол говорил: непрестанно молитесь. Вот. Сейчас не помню, кажется, Антоний Сурожский однажды ответил человеку, прошающему, был задан вопрос: а вот можно по магнитофону молиться? Говорит, можно, но тогда спасется магнитофон, а не ты. Вот. Так что здесь некоторые говорят, допустим, а можно по телевизору молиться, смотреть? Можно. Телевизор также спасется, но не ты. Мне кажется, это уже от человека зависит. Кто хочет так, кто так, кому как удобно. Некоторые люди говорят, что мне легче дома молиться. Во-первых, и время-то не трата времени, никто не мешает, а в храме бывает и душно, и тесно, и отвлекающие какие-то факторы присутствуют, и человек устает от продолжительности служб, он ничего не понимает, и поэтому, может быть, раздражаться, утомляться этим. А дома как бы встал, помолился, и все, и хорошо. Ну, здесь, конечно, есть непонимание самого значения храма и тому самого главного, что совершается в храме. Ведь храм, он не стоит просто так, в качестве некого памятника. Храм является тем местом, где совершается богослужение. Поэтому ходить в храм означает, конечно, ходить на богослужение. Некоторые люди говорят, я хожу в храм. Но имеется в виду, что заходит в храм, ставит свечку и уходит. Даже можно видеть, что человек пришел в храм, свечкой поставил, когда служба начинается, он уходит со службы. Прямо перед службой. Или во время службы уходит в любой момент. Тем самым обнаруживая свое непонимание и нечувствие происходящему храму. Участие в церковной жизни требует усилий. Это духовный труд. А трудиться не хочется. Современный человек, окруженный всеми благами цивилизации, привыкает к духовной лени и бездействию. И, проходя мимо храма, оправдывает себя всевозможными отговорками. И лишь когда судьба преподносит ему неожиданный удар, он задумывается о Боге, о вечности, о своей душе и, уже не размышляя, идет в храм. Потому что душа сама подсказывает, где искать спасение. Чтобы Бог был в душе, нужно еще потрудиться. Вот. Это награда такая человеку за его продолжительный подвиг, пожизненный подвиг, когда Господь благодатью своей вселяется в человека и становится внутренней реальностью. Бог становится источником для человека всего доброго, душевных сил, духовной бодрости, телесной крепости, всего подвига, всего доброго, что в нем есть. Без церкви выросло несколько поколений советских людей. Веру в Бога большевики пытались заменить верой в коммунизм. Храмы разрушали, верующих преследовали, но тем не менее веру в народе истребить так и не удалось. Менялись времена, менялась власть, а в церквях по-прежнему шла литургия. Потому что божественная литургия всегда имела и имеет для верующих не условный, а вполне реальный смысл. Во время литургии человек не только вспоминает о земной жизни Христа, не только молится Богу о своих житейских нуждах, но и, что самое главное, реально соединяется с Ним в таинстве причащения. Это таинство установлено самим Господом во время Тайной вечери. Для чего мы идем в храм? Ну, во-первых, мы смотрим на то, как люди молятся, как они накладывают крестное знамя, как они себя ведут в храме. То есть мы перенимаем чужой опыт в свою жизнь, вот, учимся. Это обычная практика всех школ, художественных, танцевальных. То есть друг на друга все смотрят и как-то друг у друга чему-то учатся. Кроме того, в храм человек приходит, чтобы участвовать в таинствах.
Вне храма, допустим, он не сможет поучаствовать в таинстве Евхаристии, самое главное таинство. Литургия, она совершается только в храме. Причастить могут на дому как болящего человека, а вот именно участвовать в самом таинстве можно только в храме. По церковному преданию, в каждом освященном храме над престолом всегда стоит ангел, а также у входа в храм стоит блаженный дух, следящий за мыслями входящих и исходящих из церкви. Это присутствие ощущается вполне осязаемо. Недаром многим нераскаянным грешникам становится плохо в храме. Эта сила Божья отторгает их греховную волю, и ангелы наказывают их за беззаконие. Люди спрашивают, как мне жить? Какое у меня должны быть, вот сказать, самое главное в моей жизни? Самое главное жить в твоей жизни, жить во Христе. И со Христом, но точнее даже во Христе. Как мне поступать? Как Христос поступал. Как Христос терпел и мне видел, да? Вот. Как поступал? Здесь Христос поступал, и так поступлю. А как? Вот и я так же. И для этого смысла для христиан нет таких недоуменных вопросов. Как и что, как правильно. Как Христос, так и правильно. Вот. Но не только имеется в виду внешнее нравственное подражание Христу, но и буквально единение с Христом, участие в Его жизни. Поэтому вот мы начинаем свою христианскую жизнь с крещения, то есть пребыванием со Христом во гробе и с Его воскресением. С этого начинается жизнь христианская. Она продолжается далее уже. Вот возможности ежедневного участия в богослужении в каждом событии жизни, промысла, в каждом событии промысла Божия о человечестве и каждом дне земной жизни Иисуса Христа. И будущий еще, и будущем пришествии Христовом. Все духовное человеческий христианин может погрузиться в эту тайну. Поэтому участие в богослужении, молитвенное богослужение – это и есть подлинная жизнь человека для христианина. Он живет подлинно здесь, истинно живет. Это минута исключительного в жизни. Человек наделен свободной волей. У него всегда есть выбор – пойти в храм или не пойти. Сделать этот выбор порой бывает непросто. Иногда к этому шагу человек идет всю свою жизнь сквозь испытания, разочарования, сквозь успехи и провалы, счастье и болезнь, потери и обретения. Храм, помощь священника и молитвы помогают противостоять жизненным трудностям и достойно перенести удары судьбы. Церковь учит мудрости и терпению. Есть такие примеры в предании церковном, когда ни христиане, ни православные обращались в православие, именно видя пример христиан, пришедших домой из храма. Вот образ такого согретого Божьей милостью, напоенного божественным светом христианина, доброжелательного, великодушного, светлого, он лучше проповедует, лучше всяких слов. Поэтому вот что нам Господь дает в богослужении, и что можем дать другим людям, и чего люди лишают себя, если пренебрегают посещением именно богослужения, не только храма, а именно богослужения в нем. Нужно обязательно посещать храм, который, когда придешь с радостью на раннюю литургию, и весь день такой он длинный. Столько можно сделать в этот день необыкновенно. Но когда поленишься, и даже дома будешь находиться, без слова Господнего, даже не успеешь себе и сварить. Все идет в течение дня не так, как нужно. Не случайно те, кто регулярно ходит в храм, несколько иные и по внешнему виду, и по душевному состоянию. С одной стороны, для них добродетели становятся естественными, а с другой, частая исповедь мешает делать серьезные грехи. К сожалению, люди приходят часто с скорбями в храм и воспринимают храм и разговор со священником, участие в богослужении как вот последний шанс для себя. Все перепробовали, осталось только это теперь. Все. А если это не поможет, думают они, то значит все. Может быть, они так не думают, слава Богу, и приходят с полной надеждой, что в конце здесь они помощь-то и получат. И, слава Богу, получают. Но, к сожалению, получив, забывает благодарить, как в той самой притче о 10 прокаженных. И примерно получается, как в евангельской притче, из 10 только один пришел и благодарить. Наверное, такая пропорция сохраняется до сих пор среди людей. Поэтому приходят благодарить, но, конечно, не все. И надо бы, конечно, Бога благодарить. Вообще-то благодарить нужно Бога постоянно и за все.
Вот так, если посмотреть беспристрастным взглядом на свою жизнь, то все нуждается в благодарности Богу. За все мы должны Бога благодарить, за все совершенно. Это мы по своей горделивой привычке приписываем себе все сами или другим людям. Но даже верующий человек, даже, казалось бы, вещи, очевидно, да, имеющие происхождение, события, происхождение человеческое, тем не менее приписывает Богу. Благочестиво поступать, приписывать все Богу и за все Его благодарить. Если говорят, что Бог в душе, так чего ж ты Его не благодаришь за это? Иди, отблагодари храм, вот, и скажи Богу это лично: спаси, Господи, что ты у меня в душе, что у меня в душе рай. Иногда человек, впервые переступивший порог храма и пытающийся найти истину, надеется увидеть в храме святых и совершенных людей, а натыкается на какую-нибудь старушку, которая его одергивает и делает замечания. Человек сразу чувствует себя здесь чужаком. Но нужно помнить, что, приходя в храм, ты приходишь к Богу, молиться, исповедоваться, облегчить свою душу, а не к людям, находящимся в церкви. Все-таки мы должны осознавать важность для нас богослужения, и в этом смысле не важно, как богослужение совершается, в каком храме и кем оно совершается. Хороший хор или не очень, и проповеди есть или нет, или есть что понятное, непонятное, какое окружение, кто в храме со мной молится, как меня встретили, проводили, что вот это, по большому счету, не важно. Потому что и человек, если отвлекается на это, то, значит, пришел в храм не к Богу, а пришел в храм показать себя, может быть, какие другие у него мысли. Пришел, конечно, за утешением, вот, но он и не ищет утешения, по сути, потому что утешение возникает у человека от чувства единения с Богом. Вот здесь, как раз участвуя в богослужении пассивно, то есть внимательно молясь, внимая всему происходящему, и даже основа непонятно бывает, потому что, к сожалению, бывает невнятное чтение и пение в храме, то, тем не менее, все равно настрой благоговейный помогает христианину погрузиться в происходящее и пережить то самое искомое чувство единства с Богом, и отсюда проистекающее блаженство. Иногда будничная рутина мешает человеку посвятить воскресенье посещению храма. 6 дней работай, а 7-й Господу Богу твоему, гласит заповедь. Требование ходить каждое воскресенье на богослужение не выдуманное, а дано еще в 10 заповедях. За нарушение этой заповеди в Ветхом Завете полагалась смертная казнь, как за убийство. Но в Новом Завете нарушитель этой заповеди подпадает под отлучение от церкви. К сожалению, количество участвующих в богослужении мало, очень мало. Исходя из тех статистических данных, которые многие люди обнаружили себя как православные христиане, это 2% примерно участвуют в богослужении, всего-навсего. Но это не значит то, что другие люди, так сказать, вот нехорошие такие. Они, во-первых, конечно, не знают всего, что, может быть, надо донести до них, истинность, нужность, необходимость богослужения. Но, с другой стороны, это показывает то, что богослужение – это еще и труд. И не каждый допущен, может быть, к этому таинству. Нужно же так посмотреть, что я как бы могу прийти в храм. Оказывается, люди не могут в храм прийти. И когда человек говорит: я вот зачем буду в храм ходить, у меня Бог в душе, он, значит, просто не может прийти в храм. Это совершенно однозначно. Но если бы он мог прийти в храм, а так он оправдывает себя, потому что якобы ему это не надо. Он просто не может. Почему же он не может? Но Господь, получается, вот не удостоит его такой чести. Чести быть на брачном пиру его сына не удостаивает. И вкусить тех благ не удостаивает. И поэтому приводит в храм людей других, тех, которых как бы недостойных, да, вроде бы. Все эти достойные бывают люди, интеллигентные, казалось, воспитанные и благополучные, сидят дома и пренебрегают храмом. В принципе, так оно и в мире всегда происходит. То есть, если посмотрим, много ли чемпионов, олимпийских чемпионов? Немного. Много ли ученых лауреатов Нобелевской премии? Немного. Много ли там красавиц? Немного. Да. Итак, много ли там миллиардеров? Немного. Молевая часть. И верующих православных, молящихся в храме, тоже немного. Потому что хорошего, вот, получается, много не бывает. Вот, поэтому надо всем, конечно, торопиться, войти в число избранных и, значит, удостоенных этой милости. Быть на богослужении в храмах.
Но мало того, что в храме Господь защищает нас и дает нам силы, Он еще и учит нас. Перед нашими глазами проходят подвиги мучеников, победы подвижников, мужество царей и священников. Мы слышим Божье Слово, вспоминаем Его чудесные дела и узнаем о нашем будущем. Недаром мы называем воскресное богослужение «Малой Пасхой». Воскресная служба – лучшее средство против тех бесчисленных депрессий и печалей, которые обитают в быту. Мы учимся соборной молитве, то есть совместной, о чем говорил Господь в Гефсиманском саду, прося: «Господи, да будут все едины, как и мы с Тобой». Вот. Поэтому, когда мы идем в храм, мы в храме учимся единению молитвы. И через это единение молитвы, единению Духа. Вот. Вне храма одному дома это сделать невозможно. Опять же, Господь говорил, что где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. Вот. У нас, конечно, в практике церкви православной есть такие случаи, когда монахи уходили в затвор. Они жили в одиночестве, вот, но это был особый вид подвига. Вот. Нам, начинающим христианам, на такое еще рановато подвязаться. Нам как раз нужно учиться в общеобразовательной школе. Как раз общеобразовательная школа – это и есть храм, куда мы приходим, школьники, двоечники, ничего не понимаем. И вот Господь нам пытается открыть через людей, через священников, которые совершают литургию, как себя нужно вести, что делать в жизни. Вот. И если, опять же, еще человек приходит на литургию, участвует в ней, и затем еще послушает проповедь священника, но не просто послушает, а именно с таким настроем, что: «Господи, дай мне услышать то, что необходимо для меня, для моего спасения», то Господь обязательно вложит в уста священника то, что ему нужно услышать. И тогда человек, уже выходя из храма, будет исполнен благодати. Во-первых, он вместе со всеми помолился, участвовал в таинстве. В таинстве Евхаристии соединился с телом и кровью Христа, стал с Ним одним целым. И напоследок, уже уходя из храма, еще получил наставление, что делать тебе дальше в твоей духовной жизни. Вот, поэтому храм для верующего человека, он просто необходим. Вот. Так что, как говорится, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Я считаю, что в храм ходить обязательно. Каждый для себя определяет, с какой периодичностью, но к источнику, вот как бы человек приходит в храм как к источнику, вот, и очищается, и воды напивается, и как бы Святого Духа поток больше получает, исходит. Дома тоже надо молиться. Бог, как говорится, усмотрит все молитвы. Выходя из богослужения, не значит, что он уже разрывает связь со Христом. Он может жить также во Христе, но уже в нравственном отношении. Или духовно, в молитве непрестанной, пребывая в общении со Христом, как он был здесь в храме. И так же, как Христос, совершая те же самые поступки, которые он совершал в земной жизни. Имеется в виду, конечно, и дела благотворения, и милосердия. Кому-то Господь и чудеса дает совершать, или пророчество, проповедовать дает Господь такую милость. Но вот как Господь даст? Главное – терпеливое принесение скорбей, прощение врагов, сострадание, снисхождение, нетерпимость к лжи. Совершая все это, христианин продолжает свою жизнь во Христе вне стен храма. И затем он, конечно, опять возвращается в храм, чтобы опять погрузиться в самое главное в жизни человечества, в собственной жизни. Это жизнь во Христе. В храме мы поднимаемся над суетой и можем помолиться и о наших бедах, и обо всей вселенной. В храме мы просим Бога исцелить болезни родных, освободить пленников, сохранить путников, спасти погибающих. В храме мы общаемся и с теми, кто ушел из этого мира. Православные христиане знают, что Церковь Божия, храм, называется еще и врачебницей, то есть больницей. Сюда мы приходим своими болезнями, прежде всего духовного порядка, да так и физического, прося у Господа помощи, исцеления. И часто люди задаются вопросом, можно ли, не посещая храма, быть действительно православными христианами, верить в Бога, молиться дома, не посещая храма, не участвуя в таинствах. Ответить можно одно. Можно, будучи больным, не посещать врача, поликлиники и заниматься самолечением. Но будет ли от этого польза, никто не знает. Поэтому лучше всего, конечно же,
помнить в своей жизни о том, что есть место, которое сам Господь назвал домом молитвы, домом Отца Небесного. Поэтому мы, как верные чада Господа Бога, чада Матери Церкви, должны не забывать и об этом нашем отеческом доме. По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона православное военно-патриотическое объединение «Александр Невский» проводит спортивно-массовое мероприятие «Русские забавы». 13 марта в 2 часа дня мы планируем провести на территории нашего храма русские забавы. В программе будут различные спортивные мероприятия, то есть поднятие гири, метание гири в длину, метание елок в длину, перетягивание каната, стенка на стенку, борьба, затем хоккей с мячом. Ну, как показала практика, теннисный мяч он не срабатывает, мы берем большой обычно футбольный мяч, плюшки и погнали по сугробам. Заключительный момент вот этих всех забав – это будет взятие Царь горы, штурм. Когда дети, взрослые, ну, в основном взрослые, конечно, ловят детей, чтобы они не упали больно с этой Царь горы. Вот, штурмуют эту гору, кричат, шумят, толкаются, у всех там бога помятые, все веселые такие, задорные. Вот. И, конечно же, будут блины, чай. Вот. Ну, для маленьких детей будут другие подвижные игры. Там бывает еще, допустим, Дед Мороз прилетал, выбросил парашютный десант с конфетами. Они упали куда-то в сугроб, их нужно найти. И вот эти детишки там начинают поиски в сугробах, этот, значит, парашютный десант конфет. В этом году в православном календаре на 6 марта выпадает мясопустная неделя. В переводе со старославянского языка слово «неделя» означает «воскресенье». Как предполагают, это слово произошло от глагола «не делать», что означает запрет на работу и посвящение себя Богу. Мясопустная неделя – это предпоследний воскресный день перед началом Великого Поста, который сам собой предваряет праздник Воскресения Христова, праздник Пасхи. В этот воскресный день вспоминается страшный суд над всем человечеством, и когда все тайное станет явным, и когда уже для человечества кончится шанс на исправление, когда все приобретет свои уже окончательные, неизменяемые формы и статус. Был человек в аду, он останется в аду. Был в раю, останется в раю. Был с Богом, останется с Богом. Не был с Богом, значит, он, соответственно, и не будет с Богом. Уже невозможно будет молиться о ком-то и спрашивать милости Божией, вымаливать какое-то из ада, да? Невозможно будет тем паче подвязаться в земной жизни, исправляться. Все приобретет вот самое такое вот свое закономерное следствие и справедливое воздаяние. Поэтому страшный суд – это вот одна из тем размышлений и христианина, и, конечно, богослужения, и тем росписи в храмах. Время, когда уже веры и надежды не будет. Будет и суд Божий, и любовь Божия. Торжествующая над всем, над злом любовь Божия. Мясопустная означает, что в этот день происходит заговор на мясо. Христиане последний день перед Великим Постом вкушают мясо и далее прекращают его вкушать до 1 в этом году мая, то есть до праздника Пасхи. Так Церковь исподволь подводит верующих к подвигу Великого Поста. Не сразу, как обрушиваются уставы все и требования, и все благочестивые обычаи Великого Поста, но исподволь. Сначала вот воспоминания, песнопения появляются в богослужении, одни, потом другие, потом вот сплошная седмица была, неделя была по-русски, прошлая. Теперь, потом будет со следующего воскресного дня, после недели о Старшем Суде, после мясопустной, будет сплошная сырная седмица, масленица, когда мясо не вкушается, но вкушаются уже молочные только продукты. Так вот постепенно, как мудрый педагог, Господь вводит вас в подвиг Великого Поста. Самое главное, настраивая, конечно, прежде всего духовно. Поэтому мы видим начало, это и есть самое главное содержание подвига великопостного, это духовный труд над собой. А воздержание в пище является физиологической основой вот этих духовных подвигов.
дает нам некоторое чувство усталости, наша плоть перестает буянить, требовать чего-то, возникает легкая усталость, может быть, изнеможение, ну, в той степени, чтобы, конечно, не мешало отправлению наших обычных обязанностей перед ближними, перед обществом. Поэтому, например, там вот как вы солдаты где-нибудь в армии, да, или там тяжело трудящиеся в производстве, они, конечно, не могут держать пост в полной мере, какой он есть. Хотя бывают монахи, конечно, трудятся тоже тяжело, тем не менее пост держат. Но это все, конечно, вопрос веры. Вот. И здесь мы, как бы, эти все подготовительные дни перед Великим постом, мы как бы пробуем силу нашей веры потихонечку, укрепляем нашу веру. С тем, чтобы вот уже, повторяясь Великим постом, приступить, собственно, к этим трудам духовным.